Дружко, коровай крає, дружко, коровай крає. Колокольный звон – это удивительное явление христианства, потому что звук колокола означает голос Божий. И вот с этой символикой, семантикой, наверное, связаны все эти мифы и небылицы, которым овеян колокольный звон, что чудодейственная сила звуковой волны колокола. Богатырь, они все
Сердечно поздравляю вас с этим замечательным, подлинно народным праздником, фестивалем колокольного звона, который уже в 16-й раз проходит на гостеприимной Алексеевской земле. Это еще одна уникальная площадка межкультурного диалога, способствующая миру между народами, духовному возрождению православных традиций, колокольных звонов. Колокол – это инструмент, который перед тем, как поднять на колокольню, его существует чин освящения кампана. И над колоколом читаются специальные молитвы. И вот, как цитата, такая фраза: «Благодать все врачующая и исцеляющая», и спрашивается у Бога, и которая пребывает на этом предмете, после этого, на этом кампане. После этого колокол кропят святой водой, кадят и поднимают на колокольню. То есть после какого-то такого сакрального священнодейства. Колокола – это тот единственный инструмент, который есть у православных христиан. Это, наверное, второй инструмент, который есть у католиков и у протестантов, и больше его нигде нет. То есть это сугубо церковный сакральный инструмент. Обучиться колокольному звону, это вообще, наверное, традиция последних десятилетий, потому что исторически обучение колокольному звону проводилось по принципу «делай как я». На Светлой Седмице есть традиция, всем желающим разрешается подниматься на колокольню, и благословлен звон от службы до службы. То есть, представляете, да, утром литургия закончилась, крестный ход, и все желающие могут подняться на колокольню вечером тоже, как всю ночь. Почему так, казалось бы, такой колокольный беспорядок, да? А это просто объяснялось тем, что люди могли при помощи колоколов просто выразить свою пасхальную радость о воскресшем Христе. И вот в это время обязательно был дежурный на колокольне, звонарь, и он мог показать какие-то приемы. А славяне, они очень музыкальная нация. А в основном обучение ведь происходит за счет показов каких-то ритмов и приемов колокольных. И вот люди все умеют танцевать, все умеют петь. И вот почему колокольный звон называют церковное народное искусство. Потому что ведь все звонят именно ритмику народных танцев, ритмику песенную, ритмику церковного, хорового, портесного пения. И вот это все такой мощный такой симбиоз, и вот выражается колокольным звоном. И вот 100 лет назад нет школы звонарей, а 200 лет назад, а звон есть во всех храмах. Звон есть, и вот именно за счет того, что все умеют танцевать, все умеют петь, а вот ритмика народная, она как раз-таки отражена в колокольном звоне.
если говорить о характере звонов разных регионов, то можно много разных говорить. Допустим, вот есть звоны в традициях русского севера, есть звоны в традициях Троицы Сергиевой Лавры, звоны в традициях Москвы, московские звоны. То есть они отличаются и характером, и темпом, потому что если даже брать этнические, то разные племена жили на этих территориях, разные черты характера. Если будем дальше опускаться там, к Украине, Беларуси, или даже опуститься на Балканы, то взять всю самую Болгарию, да, у них колоколов долгое время не было, там било, традиция звонить в било, у нас сейчас тоже это в России возрождается, но ритмика народная у болгар совершенно разная. Или брать грузинов тех же самых. Они более темпераментные, потому что они южане. Вот темп более подвижный. Колоколов таких больших, как в центральной полосе России, нет. Поэтому можно быстрее звонить. Но они по характеру совсем горячие. И это точно так же в звоне сказывается. И поэтому вот если разобраться даже территориально, вот на 200 километров подняться, а характер звона меняется. Но это просто действительно удивительное явление. Абсолютно не тяжело. То есть сама конструкция, она такая, что мы чисто за веревочки мы видели. Поэтому физически не тяжело. Вот. Смотри, какие колокола. Ну это да. Большие благовесты, то нужно, конечно, сила физическая нужна, потому что вот ногами надо благовест бить. Поэтому нужно и руки, чтобы сильные были. Вообще грация нужна. Лично я школу звонарей окончила год назад, поэтому я только начинающий звонарь. Вот, я очень рада, что меня пригласили на фестиваль принять участие. Мне очень приятно. Вот. А здесь все остальные уже постарше. А я еще учусь. Но я уже звоню к службам, когда есть возможность в храме своем тоже. Мы все церковные звонари, и вот если взять по-светски, то мы в жизни могли бы никогда не встретиться. А тут просто такое общее дело и дух, наверное, вот Божий, который нас всех объединяет. Увидел, захотел, чего-то стало получаться. Может, не очень так, но чего-то получается. Как самоучка во Владимирском соборе усыпальницы. Колокол — это врач, он лечит.
издревле действительно народ ходил по святыням православия и соединялся душой со святостью, со святыми людьми. И хотел бы, чтобы и в этом фестивале вот этот дух святости, он раскрылся. И многими красотами дивная ясни, реки многоводными, горы высокими, нивами хлебными, дивная ясни. Городы крепкими, князьми грозными, храмы благолепными, дивная ясни. Лесы дремучими, зверьми непуганными, птицы небесными, дивная ясни. Всего еси исполнена земля русская, правоверная вера православная. В чем же святость Руси? Вот в этом фестивале как раз семья, которая ведет по дорогам Руси, Святой Руси. Они раскрывают эту тему святости. Почему Россия, Русь называлась святою? В чем ее святость? И, конечно же, в этом помогали нам артисты, которые тоже в своих образах в паломнических дорогах присоединялись и повествовали в былинах, в рассказах, в песнопениях о Святой Руси, о ее духе, о ее мощи, о ее святости. Дружко,